Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Лавзона» – место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Система образования – это одна из важных сфер в жизнедеятельности любой страны. И, конечно же, здесь какие есть свои успехи, есть и проблемы. О том, какова ситуация сегодня в системе образования Гагаузии, какова ситуация в сохранении гагаузского языка. И не только. Мы сегодня поговорим с нашим гостем Иваном Думинико. Это доктор исторических наук, начальник службы политик в области межэтнических отношений Министерства образования и исследований. Иван Иванович, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы перед программой сказали, уже год, как вы на новом месте, так скажем, да, в Министерстве образования занимаетесь как раз-таки вопросами межэтнических групп, этнических групп. И, конечно же, это нелегкая задача, потому что надо понимать и менталитет каждой этнической группы, быть везде своим, как говорится, человеком, чтобы тебя и приняли, и чтобы вы поняли друг от друга, что хотят. Вообще, какова ситуация была, когда вы только-только были назначены на эту должность, и за год какие были изменения? Еще, когда я возглавил службу государственной политики в области межэтнических отношений при Министерстве образования и исследований, это было 16 ноября. И до этого, к сожалению, эта служба не действовала, потому что один из сотрудников был в отпуску, и получалось, что, к сожалению, именно в этой области работы были распределены в других секторах Министерства образования и исследований. Кто успеет, тот и займется. Конечно, и для того, чтобы было более эффективно, и руководство министерства обратило особое внимание на то, чтобы эта служба снова начала работать. Конечно же, мое появление, как вы и заметили правильно, было не случайно в Министерстве образования и исследований, потому что уже в области межэтнических отношений я был известен, и тем более занимался этим, только чуть-чуть под другим углом, исследовательским. Да, работал 10 лет. Вы знаете саму основу. Конечно, работал 10 лет в Академии наук Молдовы, в Институте культурного наследия, в отделе болгаристики, и занимался исследованием истории, культуры болгар и гагаузов Молдовы. Поэтому для меня эта область не была чем-то новым, но очень ответственным, потому что в основном отдел, который я возглавляю, он отвечает за несколько важных вопросов. Конечно же, он пересекается в этом с другими отделами министерства, но, опять же, и мы имеем, свою роль в учебных программах. Это здесь имеется в виду в первую очередь. Это предмет история, традиции и культуры народов. В Республике Молдова изучают гагаузы, болгары, украинцы, русские, ромы. И вот с этого года и евреи изучают историю, культуру родного народа. Также преподавание языка родного. Кроме того, преподавание румынского языка в школах национальных меньшинств. И что все с этим связано? То есть это те же стипендии для ромов, это те же программы для украинских беженцев. У нас в системе образования интегрировано более 3000 украинских детишек, которые после войны, начала военных действий, их родители здесь обосновались, и вот они учатся в наших школах. То есть, кроме того, мы отвечаем и за международные документы. Это конвенция по борьбе с расизмом. Это конвенция по защите национальных меньшинств. Да, и поэтому, конечно же, в первую очередь нужно было и понять ситуацию на месте в самом образовании. Первым делом, что я сделал, это, конечно же, начал посещать учебные заведения и автономии. Мы помним эти дни, когда вы только начали
посещать все учебные заведения на юге страны. Это, конечно, вызвало бурю эмоций, шквал возмущений со стороны педагогического состава многих учебных заведений. Ну, вы сами читали, наверное, комментарии, что было много вопросов, было много недоумений, а почему не доверяют, или почему нас проверяют, перепроверяют. И вообще, как вас восприняли и как пошло потом все это дело? Конечно же, восприняли с осторожностью и даже настороженностью, потому что для них было, и для всех педагогов нашего региона было как-то необычным, чтобы начальник службы именно сам лично посещал учебные заведения, этого не было никогда. посещал классы, уроки, общался с учениками, с учителями, с родителями. Потому что, понимаете, для меня было важно узнать ситуацию изнутри. Я всегда говорю, я как историк не верю в документы. Поэтому я всегда хочу понять ситуацию на месте. Сразу же от общения с педагогом понять, какие проблемы у него. А это и видно, когда ты заходишь в класс, мне даже не надо сидеть там 45 минут. Ты за 10 минут осознаешь и видишь, с какими проблемами он сталкивается и так далее. И, конечно же, это было воспринято сначала с опаской от преподавателей. Более того, я вам скажу, в Народном собрании Гагаузии даже вопрос моих посещений поднимался. Как? Почему? Но я объяснял и повторяю объяснять, что мы хотели узнать, мы не проверяли, а мы посещали с рабочими посещениями, чтобы посмотреть, какая ситуация на местах. И вот в итоге какая картина оказалась? Что вы увидели, какие были отмечены сложности, проблемы и, наверное, какие-то пустоты? Конечно, они сразу же были выявлены, и это и не скрывали наши педагоги. Ну, отчеты делали, конечно, по итогам. То есть, в первую очередь, многие жаловались и говорили мне, и это было видно, что у них нету куррикулума по дисциплине история, традиции, культура, если мы говорим об автономии. Это вообще по всем этносам не было. История, традиции, культуры гагаузского народа. То есть у них был утвержденный куррикулум с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс куррикулума не было. То есть вы представьте, если нету куррикулума, это как конституция любого предмета. То есть они работают по интуиции. Скажу по-простому, чтобы поняли и наши телезрители, которые не в сфере образования. То есть там отмечены темы, на которые должны опираться наши преподаватели. Да. И поэтому и не только темы, но и источники, на которые они должны опираться. Поэтому для преподавателей было очень сложно. То есть они должны были сами строить себе этот урок, должны были находить информацию. Это было очень сложно. Тем более, если мы говорим о истории гагаузского народа, то вы сами знаете, что источников очень мало, да. А достоверных тем более, еще меньше, мифов много. Вот. И поэтому это была первостепенная задача, значит, куррикулум. Будет куррикулум, будет и предмет. Нету куррикулума, этот предмет в скором времени просто закроют, потому что нету фундамента, нету этого куррикулума, потому что есть куррикулум, уже мы можем сделать следующий шаг для учебников, потому то что есть следующий, отсутствие куррикулума. Логично, следующее надо было сделать учебники, потому что то, что издавалось, и мы благодарим научно-исследовательский центр Маруневич, что они прикладывали усилия для того, чтобы хотя бы что-то издавать, но оно не было утверждено министерством. И если не утверждено министерством, значит оно просто не считается как учебное пособие, а просто так вспомогательное. Учитель решил, чтобы ученик по ним готовился. Это не было у них. Я сразу скажу продолжение, чтобы это было связано. Уже, значит, в ноябре у нас не было. В феврале в Министерстве образования и исследований
Значит, создается комиссия экспертов, в которой приглашаются эксперты из научно-исследовательского центра гагаузии Ирина Анатольевна Константинова, из управления образования учитель из Чедерлунги Оксана Константинова и из Камрадского государственного университета Галина Николаевна Мутав. То есть мы взяли, как вы видите, из различных областей, чтобы было объективно, чтобы могли участвовать коллеги с разных областей знаний, потому что там и история, и педагогика, и филология, и языкознание. Это очень важно. И поэтому уже, значит, в июне у нас был разработан куррикулум. Тогда же у нас было еще до этого встречи с преподавателями. Вы знаете, мы не ограничились, все, в министерстве мы разрабатываем, и вот вам берите эту программу. Был полный и открытый диалог. Мы поэтому и благодарим и управление образования Гагаузии, которое нам способствовало к этому диалогу с преподавателями, потому что мы имели прямой диалог с ними, у нас были конференции с ними, заседания, где мы прямо обрабатывали каждую тему. Вот как вам кажется, вот эта тема, потому что новую тему мы предлагаем, подойдет для ученика, преподаватели высказывали свое мнение, ну и так далее. Значит, и уже, значит, 30 августа у нас был утвержден этот куррикулум. То есть и в сентябре он уже есть у учителей. Прекрасно. Вот мы эту работу Какие решили. еще проблемы были выявлены? Вторая, такая, которая одна из важнейших проблем, это, конечно же, уровень владения румынским языком и самими преподавателями. И вот здесь мы обнаружили, что есть разный уровень. То есть, и даже, казалось бы, вот в Камрате, да, как столица автономии, здесь должен быть более высший уровень. Но у некоторых преподавателей обнаруживалось, конечно же, прорехи в знании румынского языка. Но это, опять же, это объяснимо. К сожалению, в гагаузской автономии у нас нету вот рядом, да, сел, которые были бы поставщиками этих преподавателей, которые владели бы румынским языком. Только Садык рядом, Башкалия, но все уже преподаватели, уже те, которые имели, они уже работают здесь. Все, уже откуда-то надо приглашать из других районов. И это очень сложно. Не каждый хочет прийти и так далее. Ну вот эту проблему как вы решили? Значит, первым делом, что мы сделали, то, что, опять же, мы обратились в посольство Румынии, и здесь я бы хотел поблагодарить и депутата Лазу Антоя. Вот его критикуют, я знаю, в автономии, но он здесь принял одно из активнейших участий в том, чтобы этот проект был реализован. Благодаря его содействию мы встретились с послом Румынии, так и поставили перед ним вопрос, что нужно усовершенствование румынского языка для учителей, которые не являются носителями румынского языка. У нас в автономии есть такие учителя, в Тараклийском районе есть, поэтому, а вообще по Республике Молдова у нас 300 учителей, которые не являются носителями румынского языка, и поэтому нужны программы. Потом в мае я посетил Министерство образования и исследования Министерство образования Румынии и встретился с госпожой Луменица Матей, которая отвечает вот за образовательные программы стран, которые соседние, включительно Республика Молдова. И тогда нас заверили, что да, вот были выбраны 4 университета, значит, в Румынии, которые могли летом принимать учителей. И что вы думаете, летом так и получилось. То есть мы отправили из гагаузской автономии 30 учителей, потому что мы еще из Тараклии взяли, из Бельц, и наши учителя были на курсах усовершенствования румынского языка в Сучаве, в Тимишваре, в Ясах. То есть, это разные группы. Это разные группы, и они
их главная цель была, чтобы за 2 недели вот проходить интенсивный курс изучения румынского языка, но кроме того знакомиться с новыми методами преподавания румынского языка, но как для иностранцев. Потому что прежде чем лансировать эти программы, коллеги из Румынии нас спросили, а какой румынский язык преподавать? Мы говорим, как для иностранцев, потому что у нас здесь так преподается румынский, так и называется, pentru școli alolingve. Вот, есть как для национальной школы, есть для этого, он более легкий. И поэтому наши учителя посещали, значит, вот румынские, да, высшие учебные заведения. Там было, кроме всего прочего, и культурная программа. И многие, конечно же, пришли оттуда с большим багажом знаний. И вы знаете, после этого мы их не оставили. Дальше, в октябре, была продолжена эта программа, но в Кишиневе, где мы пригласили опять же учителей из автономии, чтобы они в течение 2 недель, значит, проходили курсы в университете Йоан Кряга, но и также посещали, например, театры, кинотеатры, где слушали пьесы и так далее. Да, конечно. То есть были в этой сфере румыноязычной. И кроме того, мы вам больше скажем, что сейчас в октябре была запущена новая программа, где 15 учителей из Гагаузской автономии и 15 учителей из Тараклийского района, значит, будут проходить курсы, значит, преподавания на румынском языке предмета личное развитие, дезvoltare персонала, есть такой предмет. Вот да, они да. решили, да, они решили, значит, преподавать этот предмет на румынском языке. И вот мы должны им помочь. И поэтому совместно с коллегами из Галатского университета Dunăre de Jos, значит, была лансирована эта программа, значит, она уже развивает программу, чтобы дать учителям, и она будет из 2 частей. В Камрате будут преподавать и в Тараклии, а весной в Галаце. Наши преподаватели будут посещать Галац. То есть для чего это важно? Для того, чтобы они были в этой румыноязычной среде и чтобы изучали новые методы преподавания румынского языка. И в дальнейшем мы будем продолжать эти программы, и вы знаете, я помню, что когда мы послали письмо в автономию, и когда мы приглашали преподавателей, что вот посетить, надо посетить Румынию и так далее, ой, многие говорили, нет, мы не сможем, кто-то начал, потому что это летний период, кто-то начал говорить, что вот отпуска, кто-то начал закатки и так далее. Было такое, муж не пускает. Ну, это из серии закатки. Да. И поэтому, но так когда они увидели, то есть было 3 группы в июне, в июле и в августе, и когда они увидели, с какими результатами пришла группа из июня, в июле у нас уже была масса писем, уже многие говорили, а вот мы хотим, и начали доказывать, почему мы должны прийти и так далее. Поэтому мы пришли к выводу, что эта программа будет, она расширена в следующем году, и я вот заявляю нашим учителям, которые нас смотрят, в следующем году мы расширим список университетов румынских, которые примут наших учителей, значит, которые преподают румынский язык, и других учителей, которые хотят преподавать свои предметы на румынском языке, то есть не лингвальные предметы. И поэтому мы снова будем формировать списки. И даже те учителя, которые посетили в прошлом году 1 раз Румынию, они снова посетят ее, но другой университет. Поэтому это очень важно. Какова ситуация оказалась в области изучения гагаузского языка? Ну, румынского языка мы уже как бы, это и на лицо видно, что, к сожалению, наши дети не говорят на языке. Какова ситуация с гагаузским? С гагаузским языком ситуация, вы знаете, я буду объективным. Конечно. То есть ситуация, она в сфере образования обстояла чуть лучше. Скажу вам почему. Потому что все-таки и научно-исследовательский центр Гагаузии, и управление образованием, они разрабатывают программы.
они разрабатывают учебники, то есть чтобы преподавать этот предмет. В Камбратском государственном университете очень хорошо готовят у нас преподавателей, то есть на высоком уровне именно и преподавателей гагаузского языка и литературы. Вопрос остается в следующем. Как детей, которые, некоторые из них, только в школе говорят и слышат и говорят на гагаузской речи, привлечь и заинтересовать их, чтобы они изучали свой родной язык. Потому что, конечно, слаживается такая парадоксальная ситуация, когда гагауз, которому предоставляются все условия, они есть. Эти условия для изучения родного языка, да, есть, в некоторых случаях просто отказывается от изучения родного языка и переходит в болгарский класс. То есть вы знаете, что в автономии у нас есть и классы, где открываются 8 школ, где есть болгарский класс, они переходят туда, потому что там легче. И родители сами, некоторые их туда отводят, говоря, что куда с гагаузским языком. То есть болгарский язык хотя бы что-то открывает. Этот момент был выявлен, он еще и есть, он еще и присутствует. То есть в данном случае остается вот этот вопрос заинтересовать этого ребенка, чтобы он и его родители, чтобы он изучал свой родной язык. В данном случае, значит... Разработайте какой-то механизм. Также все начинается с учебной скамьи. Мы, когда посетили учебные заведения, опять же узнали, что у них нету куррикулума с 1 по 4 класс, значит, гагаузский язык и чтение, 1-4 класс. То есть они посылали в Министерство управления образования, посылало все время планы, проекты, куррикулум, но, к сожалению, как-то не было хода дальше. Но здесь и господин министр, он был заинтересован, вмешался в это, и госпожа государственный секретарь Валентина Улару, и тоже в том историческом, я считаю, заседании 20 августа, потому что тогда был принят и куррикулум по истории традиций гагаузского народа, и вот этот куррикулум по истории и по языку и литературе для детей гагаузов, гагаузского языка. То есть то, что дало им возможность, там больше часов вербального общения. То есть когда они могут общаться устно, даже больше правильно сказать, устного общения, когда им дается больше часов на устное общение. Кроме того, Министерство образования и исследований, оно приходит также на помощь ученикам. Вот часто говорят, чем помогает Министерство образования и исследований и гагаузскому языку? Вам скажу, есть учебные планы, значит, мы называем план кадру, за 2024-2025 учебный год. Вот в этот учебные планы был добавлен еще 1 час для изучения гагаузского языка, без того, чтобы мы трогали куррикулум. То есть учитель может, если он видит по этой теме, у него нуждается еще в 1 часе, он его свободно использует. Но мы рекомендовали, чтобы они вот как раз общались больше с учениками, чтобы практически такой работали над текстами, но разговаривали. Потому что коммуникативная способность, она, конечно же, у наших учеников, и это признается, очень слабо развита. Потому что мы готовим их к БАКу, к сдаче БАКу. А это надо написать. А вот разговаривать, общаться не все могут, слабо могут. И поэтому у нас вот такие проблемы не только по гагаузскому языку, но и по румынскому языку и так далее. То есть вот эти основные моменты, которые были выявлены, но, как вы видите, мы приняли такое, в таком случае, быстрое и даже, вам скажу, радикальное решение, чтобы помочь. Потому что мы понимали и видим, что есть вопросы, которые следует помогать и области именно автономии. Вот, например, другой вопрос. Это
мультилингвальное образование. Вам известно, да, что с 2018 года в Гагаузии имплементируется Да, этот проект. да. Некоторые предметы на 2 языках Да, благодаря читаются. и помощи ОБСЕ, значит, когда, начиная с садика, у нас есть один день воспитатель приходит, говорит Да. на румынском, другой день на Ну, это очень гагаузском хорошая языке. практика. Хорошая практика, но вопрос в том, что нету продолжения. Заканчивается в конце окончания То есть, детского сада. Да, потому что мы должны были видеть вот так продолжение и дальше в других классах, начальных хотя бы. Но не было. Вот, например, мы в Чедерлунге, вот для меня это был пример Чедерлунга, когда в теоретическом лицее Михаила Чакира, у них там в 1 классе они еле-еле собрали со всей Чедерлунги, со всех садиков Чедерлунги, там 15 первоклассников. И когда мы спросили, почему, то есть многие Там говорили, учили на что румынском и... там они учат только на румынском, там есть классы, которые учат на 5 классов, то есть 1, 2, 3, Ну, 4, у них же был 5, да. набор. Да, они учат на румынском, но и учат, кстати, и гагузский язык, кроме всего прочего, Прекрасно. хотя у них процесс идет на румынском языке. И они адаптировали вот этот план, который, вот так могу сказать, что отличает Чакира от других учебных заведений. И в данном случае детишки в 1 классе собрались, но у нас-то не только 15 детишек Детей. училось, то есть воспитывалось в садике. Поэтому вопрос, почему они не продолжили дальше на румынском языке? Вот как раз из-за этого, что многие родители говорили, что мы опасаемся, что они недостаточно уровнем владеют румынский язык и не смогут учиться в 1-2 классе. Некоторые боялись, что не будет продолжения, потому что в Чедерлунге когда-то, несколько лет назад, был уже такой эксперимент, когда они дошли до 5 класса, не было учителей, предметников, потому что у них уже начинаются предметы, да, что нет педагогов. Нет педагогов, и поэтому они, значит, испугались, что не будет продолжения, и просто эти 4 года потеряны. Выход вы в этой ситуации видите? Во-первых, насколько это эффективно, да, эта система, которая была опробована, например, в Чедерлунге, да, и какой механизм вы нашли, может быть, вы хотите этот проект расширить на другие школы? Да, Чедерлунга, она своего рода показала пример мультилингвального образования, потому что если бы они учили только на румынском языке, как это делают в теоретическом лицее Михаила Минеску в Камрате, то это считается именно как национальная школа. Но они изучают и свой родной язык, и даже и русский язык. И поэтому у них уже отдала бы своего ребенка в такой класс. Да, поэтому у них уже такая мультилингвальная К сожалению, модель. в Камрате такой модели нет. Она, значит, есть в других учебных заведениях, например, в лицее Третьякова. Да, они там учат на русском, но они там учат, и есть предметы у них и на румынском, и, значит, и на гагаузском. И в других учебных заведениях гагаузской автономии некоторые предметы уже начинают переходить. Адаптируют под да, этот так или наполовину. Вот мы были в лицее Карачабана, там, например, присутствовали на лекции, где по трудовому воспитанию, да, вот. Ну да, такие предметы у вот, нас они есть, да. наполовину на английском, половину на гагаузском. То есть эти программы хорошие, но сейчас мы будем в следующем году утвердим план, значит, по имплементации мультилингвального образования. В этом году утверждена сама концепция мультилингвального образования. И это ответ на ваш вопрос, как мы будем поддерживать эти школы. Значит, стратегия предусматривает, что те учителя, которые захотят преподавать по этой модели, то они будут получать надбавку к зарплате. То есть это будет мотивировать их преподавать. Независимо на каком языке, это будет английский, румынский. У нас будет на румынском, Ага. и
родном языке, потому То есть что двухязычное. оно будет по всей республике распространено, то есть двухязычный. То есть и поэтому мы будем постепенно, мы не можем, чтобы сразу со следующего года все школы перешли на двуязычное образование. Такого невозможно, у нас педагогических кадров столько нету. Поэтому мы одновременно будем развивать университетские программы, где будем готовить этих преподавателей. Здесь программы по переквалификации, программы по самой подготовке по этим предметам, переводы книг, учебников. И одновременно, но и поддержка финансово не только преподавателей, но и школ. То есть сейчас разрабатываются и стандарты, значит, как должна выглядеть школа, модель, образцовая школа, которая будет имплементировать эту программу. То есть, и вот если школа будет соответствовать этому, значит, она будет получать вот эти надбавки. И сама школа, но и сам учитель. Это поможет, конечно же, и другим школам постепенно переходить. И я заметил, что есть желание. И не только в Гагаузской автономии, я посещаю другие районы. Например, для меня было удивительно, когда в Кантемирском районе, в одном, который считается русский лицей Пушкина в городе Кантемир, там учителя сказали, вот как только будет утверждена эта программа, мы перейдем, значит, к этой программе, чтобы и увеличить долю румынского языка, потому что они понимают, что, конечно же, румынский язык – это фактор интеграции в современное общество Республики Молдовы. Румынский язык, он открывает двери. Ну, конечно, я всегда это государственный даю, язык. да, Это даже не стоит, я всегда стоит даю обсуждаться примеры. в обществе, потому что, ну, если мы не знаем государственный язык, это представьте себе, что в любую страну человек едет, и он не знает языка. У него, конечно, очень ограниченные возможности. И очень важно, что, конечно же, сейчас все больше и больше в автономии начали осознавать это, что знание румынского языка это очень важно. Важный фактор. И вы знаете, вот у нас есть государственная, тоже при Министерстве образования и исследований, государственная программа для изучения румынского языка для взрослого населения. И как вы думаете, вот по статистике, вот у нас, значит, в прошлом году эту программу проходило 6 тысяч человек, в этом году 12 тысяч. И мы сначала планировали, конечно, да, ну и меньше. такой вопрос, наверное, который волнует многих жителей автономии. А вообще, какова ситуация, вообще государственная политика в отношении развития гагаузского языка и его сохранения? Этот вопрос, он актуален. И особенно актуален в контексте, вы знаете, да, что ЮНЕСКО признала гагаузский язык исчезающим языком. Мы и сами это видим, то есть и без ЮНЕСКо ситуация очень сложная. Поэтому и ситуация показывает, что государственные власти, значит, должны прикладывать все усилия для сохранения. И вот возглавляемая мною служба, вот первые шаги, которая сделала в этом направлении, она как раз показывает, что мы и дальше будем прикладывать все усилия для того, чтобы развивать, значит, изучение гагаузского языка. Но не только его изучение, но и популяризации. Потому что, понимаете, когда в школе это одно изучать, но нужно популяризировать гагаузский язык. Поэтому мы вот со следующего года тоже задумали программу, я впервые об этом скажу, мы работаем только над ней, но я всегда люблю, как говорится, жителям автономии, нашей гагаузской, рассказывать о том, что вот мы сейчас работаем с тем, чтобы и гагаузские писатели именно под эгидой Министерства образования, то, что не делалось до этого, посещали учебные заведения, разговаривали с учениками, разговаривали с учителями, говорили о важности родного языка и так далее. Кроме того, на следующем году мы запустим очень важный конкурс, который называется «Молодой исследователь». В чем смысл этого конкурса? На родном языке, чтобы ученик
мог представить нам маленькое исследование. Не надо там какое-то фундаментальное исследование. Можно о своем роде рассказать и так далее. И это тоже является фактом популяризации родного языка. Мы создадим комиссию, куда войдут и филологи, гагаузоведы, которые будут именно под эгидой министерства рассматривать эти работы. Это не только для гагаузского языка, это будет и для других языков, именно этнографических групп в Республике Молдова. Поэтому вот через эти шаги мы будем делать все возможное, чтобы язык не только сохранялся, но и развивался. Ну, у меня вот такой вопрос. Наверное, вы неоднократно слышали, как многие родители жалуются на сложность программы для детей, которые изучают гагаузский язык. Это очень, вы сами знаете, что гагаузский язык грамматически он сложный, и что сам куррикулум, сама программа настроена на то, чтобы теоретически, как и вы сказали, подготовить этого ребенка. Но говорить, к сожалению, дети так и не учат, в итоге так и не получается их научить говорить, чтобы они свободно выражали свои мысли. Имея такой опыт, что я отдала своего ребенка в румынский лицей, где, конечно, большинство детей, они тоже не носители языка, но у них программа рассчитана на то, чтобы потихонечку, шаг за шагом обучить этого ребенка этому языку, новому языку. Нет ли идеи, чтобы вот эту модель применить и на начальных классах, связанных с гагаузским языком, чтобы эти дети тоже поэтапно изучали этот язык? Не сразу им вводить падежи и существительные, прилагательные, как у нас это принято в гагаузском языке, что сразу очень большой объем информации и теории в плане грамматики, она нелегкая. А вот пойти путем как раз-таки румынских лицеев для нацменьшинств, в регионах, где они начинают пошагово, потихонечку изучать. Ведь на самом деле задача любого учебного заведения не просто дать диплом, а дать знания, чтобы он эти знания потом смог применить. Это очень важный момент, когда ты не просто знаешь в голове, но ты можешь его применить, можешь говорить на этом языке, можешь решить по этой формуле, а не просто, что ты где-то косинус и синус видел и слышал. Нет ли такой идеи? Я думаю, что это, наверное, было бы очень хорошим результатом в итоге. Упомянутые вами румынские лицеи для нацменьшинств, они как раз работают по национальным куррикулам, и приспособлены для тех, кто является уже знающим по рождению румынский язык. Поэтому мы знаем, что даже и в этих лицеях сложновато деткам, но они постепенно приспосабливаются. У них есть среда, им проще. Когда мы говорим о гагаузах как таковых, то здесь, конечно же, то, о чем вы говорите, этому будет способствовать программа мультилингвального образования, где будет постепенно, пошагово, мы даже по процентажам расписываем, как учитель должен пошагово, предоставлять ученику программу. И когда у него будет больше владения и говорения на родном языке, не только по предмету гагаузский язык и литература, нет, не только по предмету история, традиции, культуры гагаузского народа, нет, а и по другим предметам. Когда он и по другим нелингвальным предметам сможет говорить на своем родном языке. Тогда это будет способствовать тому, чтобы эта среда у него была постоянная. Конечно, мы понимаем, что нужно поддерживать этих учеников, нужно поддерживать и этих учителей. Поэтому сейчас мы разрабатываем программу, когда мы будем помогать университетам, чтобы они больше давали часы для изучения и других предметов на гагаузском языке. В данном случае имеется в виду Камрадский государственный университет. Я, кстати, здесь хочу поблагодарить ректора, господина Захария, потому что он открыт всегда к тому, чтобы вводить даже изучение лекций на гагаузском языке. Сергей Константинович, он приходит в министерство и прямо предлагает, говорит: коллеги, давайте, мы приходим с программой, в которой мы можем предложить даже преподавание некоторых лекций на гагаузском и на румынском.
Это очень важно. Тогда вот наши проекты смогут иметь продолжение, когда мы видим вот такую поддержку со стороны и ректора Камрадского государственного университета, потому что именно от Камрадского государственного университета многое зависит. И это мы убедились даже, когда мы общались с международными экспертами вот, по введению мультилингвального образования. Мы как-то думали, что надо снизу вверх начинать, да, то есть вот садики, а эксперты нам говорят, нет, коллеги, надо начинать сверху вниз, надо начинать с учебных программ в университетах, когда вот там вот это все пойдет, и будут готовы преподавать. Конечно, и тогда будет, потому что мы можем иметь много желающих и детей, но когда нету преподавателя, который сможет на гагаузском языке вести предмет, мы будем просто заключены, будем, знаете, заложниками собственных желаний. Поэтому в данном случае мы уже работаем и над тем, чтобы иметь вот эти программы. Я не буду. И я убедился, и видите, на краю нашей передачи, вот с того, чем вы начали, скажу. Я помню, и я очень рад, когда одна учительница так мне и сказала, говорит, вы знаете, Иван Иванович, мы вначале вас встретили с опасением, но мы поняли, вот за весь год моей работы, да, они говорят, мы поняли, вот вы придете, да, где-то строго относитесь ко всем обязанностям и так далее, но мы знаем, что вы выполните свое обещание. Вот вы сказали, у вас нету того, мы сделаем, и вы сделали, то есть. И вот так же и здесь я вам говорю. У нас сейчас нету мультилингвального как такового образования, потому что оно лишь, где-то и есть. Я же говорю, применяется отдельно в разных учебных заведениях. Уставные какие-то. Да, я посещал эти лекции, они считают, что это мультилингвальное образование. Я, например, после посещения не считаю, что все лекции, это, все уроки это мультилингвальные, как они нам представили. Но, вы знаете, когда там посетил один урок физкультуры, когда только на гагаузском говорит береки, и все. Мы как-то хотим другое, чтобы больше было. И это, например, 8 класс. 8 класс должен больше говорить на гагаузском языке. А вот проблема как раз в чем была. И вот хорошо, что с нами были эксперты, которые обратили внимание на это, чтобы не сказали, что Иван Доминика такой субъективный на все смотрит. Эксперт так и говорил, чтобы было вот это продолжение, потому что там учитель говорит, а ну давайте сейчас мы идем, делаем как слоны, то есть делаем как такое-то животное. Но говорит на русском. Потому что на гагаузском она, к сожалению, вероятно, не знает это. А вот чтобы знала, или чтобы детки знали об этом, она должна была пойти к учителю гагаузского языка и литературы, спросить, а вот на этом уровне, что вы изучаете, чтобы я могла деткам преподавать. Вот это и проблема оказывается, вот еще одна проблема обнаруженная, что многие учителя, даже если применяют, как им кажется, вот эту мультилингвальную систему у себя, они ограничиваются только своим предметом. Имплементация, нет диалога. Конечно, имплементация мультилингвального образования подразумевает, чтобы несколько преподавателей между собой общались, разных предметов, чтобы этот ученик, если он на этом уроке изучает эти животных и так далее, то на физкультуре учитель продолжила, повторила это с ними, и тогда они запомнят эту тематику и так далее. Вот. И поэтому мы уже принимаем меры для того, чтобы и в системе мультилингвального образования у нас уже были первые успешные шаги, когда мы официально начнем, считаем, что уже хотим с сентября 2025 года, чтобы на официальном уровне, опять повторяюсь, мы перешли в учебные заведения на мультилингвальное образование. И такой вопрос от наших читателей, зрителей. Нам очень часто задают такой вопрос. Не могли бы мы узнать, когда планируется открытие колледжа, который был построен на краю Камрата? Есть ли какие-то уже известия об этом, да, и на каком языке он будет, то есть какое будет преподавание? Есть у вас такая информация? Значит, об этом и сказал господин министр, когда был, значит, в марте в своем официальном посещении в Камрадском государственном университете, тогда тоже об этом говорили, он тогда посетил
и здание уже построенного колледжа. Я знаю, что коллеги из Турецкой Республики тоже, значит, просили, чтобы мы еще раз посетили, посмотрели, как ведутся уже окончательные, да, строительные работы. Там осталось уже больше оснащения мебелью. То есть на финишной прямой. Они уже на финишной прямой. Остается, то есть, документальные вопросы, которые будут решаться на уровне Министерства образования и турецкой стороны. Я знаю, что, значит, постоянно переговоры ведутся, и в скором времени мы узнаем о том, что было принято уже на высшем уровне по этому поводу. Но я знаю, что Министерство образования открыто к тому, чтобы этот колледж действовал. Спасибо, Иван Иванович, за то, что, несмотря на плотный график, на то, что вы и в министерстве, и преподаете в университете, и занимаетесь научной деятельностью, нашли возможность к нам приехать, рассказать о тех важных вопросах и проблемах, которые сегодня есть у нас. Да, может быть, о них мы не говорим, может быть, о них мы замалчиваем, но пришло время о них уже говорить и их решать, потому что в любом случае, когда какая бы рана ни была, ее надо лечить для того, чтобы больше этого не повторилось, и чтобы был больше результат, потому что все равно во главе угла стоит ребенок, знания этого ребенка и его будущее, основываясь на тех знаниях, которые они получили в учебных заведениях. Я благодарю вас, Алла, а также ЛАВ НД за приглашение. И это как раз, как я вам и вначале сказал, это такой, я считаю, таким маленьким отчетом и перед жителями, родителями, перед детишками, перед учителями Гагаузской автономии. То, что нам удалось сделать, то, что мы еще планируем делать, но самое главное, что я все время говорю и посещая наши учебные заведения, я не проверяю, я не ревизор. Я, наоборот, хочу услышать от учителей, какие есть проблемы, чтобы потом вернуться в министерство и принимать решения, как эти проблемы быстро, чтобы они были решены. Спасибо. Дорогие зрители, спасибо, что сегодня были с нами. Хочется отметить, что в рамках программы «Лавзона» мы говорили с доктором исторических наук, начальником службы политик в области межэтнических отношений Министерства образования и исследований с Иваном Ивановичем Думинико о проблемах, о ситуации в системе образования, проблемах в системе образования автономии этнических групп, ну и о других вопросах, важных о жизнедеятельности данной системы. Спасибо, что вы сегодня были с нами, и до новых встреч!